Президент России Владимир Путин подвел итоги года добровольца на заседании Государственного совета. Президент отметил, что правительство продолжит поддерживать волонтерство и уже разработало концепцию развития этой сферы до 2025 года. На федеральном уровне и на местах вместе с добровольцами нужно сформировать детальные планы работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработало Агентство стратегических инициатив. Президент также подчеркнул, что лишние ограничения в здравоохранении и социальной сфере тоже необходимо снять, а госслужащих необходимо обучить навыкам взаимодействия с добровольцами. На федеральном уровне, на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработан Агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд, и я очень прошу своих коллег из регионов, глав регионов, вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов. Нужно активнее разворачивать формирование волонтерских центров, где каждый сможет включиться в общее дело. Такие точки притяжения должны быть в городах, в других населенных пунктах, в школах, в колледжах, в высших учебных заведениях. Нужно поддерживать и бизнес, безусловно, отечественный, по созданию корпоративных волонтерских центров. Это уже делается, нужно это движение поддержать. Присоединиться к движению и тем самым подать пример другим людям предложил Владимир Путин главам регионов. Почти все они приняли участие в Совете, в их числе и глава Якутии Асен Николаев. Очень важно то, что добровольчество этим годом не заканчивается, наоборот, оно будет расширяться, развиваться. И сегодня президент дал абсолютно такие конкретные поручения в части расширения доступа социальных организаций, некоммерческих организаций к оказанию услуг, которые сегодня оказываются исключительно государствами или муниципалитетами. Я считаю, что это очень важно, это очень нужно. И на самом деле в нашей республике уже такие вопросы тоже ставятся. Есть хороший опыт. Уверен, что эти поручения будут и в нашей республике выполнены для того, чтобы на самом деле мы как можно больше людей вовлекали в эту сферу добровольчества и волонтерства.